Ведь я когда-то был сперматозоидом и мчался в материнской утробе среди миллионов подобных мне собратьев. И в свете этого ныне свою жизнь я рассматриваю как результат братоубийства. Тогда в той беготне я победил своих родственников. Но отчего же сейчас нет сил выгнать жизненную гонку среди собратьев по праматери нашей, по Еве, по матушке? Скорее всего, таким образом я расплачиваюсь за аморальное поведение в еще доперинатальный период. Подумать только, я зачался, рос, развивался, барахтался резво в водах околоплодных, быть может, смеялся сам себе и в шутку дергал за пуповину. Мама, я здесь. Затем свет и собственный вопль, голоса врачей. Первый вздох, кроватка, Мишка, мягкая пища. Первая галлюцинация, первое солнышко. И вот теперь я храню в столе паспорт в коробочке из-под рахат лукума, но отражена ли в нем трагическая история моего существования? Нет, нет. Нет, девушки, глядя на меня, думают, должно быть симпатяшка, но ведают ли они, что во мне мчатся безумные, безголовые, безрукие и безногие наши сыновья и дочери, только тельце и хвостик есть у них, а у одного из тьмы прочих будет жизнь, у других в небытии общий гробик. А мы еще, гады, жалуемся, что жизнь у нас плохая, а ведь могли бы и не родиться, могли бы лежать в виде распавшихся атомов, никто из прохожих не сказал бы «се человек».